дорогие друзья! Четверг, 18 апреля 2024 года, 9 часов утра в Башкортостане, и на «Аспектах Башкортостан» стартует очередной выпуск программы «Аспекты Республики». Сегодня у микрофона я, Руслан Валиев, и, значит, в ближайший примерно час мы сможем с вами пообщаться, пообсуждать текущую информационную повестку, глядя на публикации республиканских СМИ. Здесь я имею в виду, собственно, СМИ, нормальных журналистов, которые все-таки стараются говорить правду. И в том числе мы глядим за тем, как в наше время ведет себя государственная пропаганда. На нее тоже внимание обращаем, пусть и не всегда. Значит, здесь вроде бы все как обычно, поэтому я вас призываю ровно так же, как обычно, участвовать в нашем обсуждении с помощью чата, YouTube-трансляции. Наш один из постоянных зрителей, который обычно один из первых приветствует всех, уже на месте, Руслан Гельманов, написал свой салям Башкортостану. Мой горячий привет и салям тоже ко всем, соответственно, адресован. Значит, что касается трансляции лайков, я думаю, здесь понятно. Америку для вас я не открываю, но напомню, что на канал нужно также и подписываться, те, кто этого еще не сделал. Статистику отслеживают ребята в «Аспектах» и говорят, что больше половины зрителей наших прямых эфиров до сих пор подписку не оформили. Казалось бы, почему? Я думаю, что это и не только просто сделать, но и важно, опять же, для тех самых зрителей, для вас, для того, чтобы не пропускать все, что важно и все, что нужно. Судя по всему, то, что делают «Аспекты», это важно, иначе никто бы не блокировал на территории Российской Федерации сайт «Аспектов», а также страницы в социальных сетях, которые, скажем так, юридически подчинены законодательству нынешнему российскому. Я имею в виду «Одноклассники», ВКонтакте, Яндекс.Дзен. Поэтому YouTube и Telegram-канал – это наше все. И те из вас, кто нас сейчас так или иначе слышат, наверное, знают, что, точнее, наверное, так или иначе пользуются одним из этих ресурсов. Вот, соответственно, это о многом говорит. В общем, достаточно, наверное, с предисловием. Соответственно, будем постепенно переходить к нашей работе. И что у нас должно сейчас быть? Ну, к сожалению, перебивка звучать не будет, которая обычно в этот момент дает некий старт. Ну да ладно, главное, что эфир в порядке, качество неплохое, и мы сможем с вами прямо сейчас начать говорить о новостях. Значит, первое, о чем я хотел сказать, прежде чем к самому важному мы перейдем, это вот элементарно посмотреть на статистику, официальную статистику по паводку. Открыл сайт Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и вижу данные по состоянию на вчера, на 17 апреля. То есть с утра не способны даже в такой горячий период указать данные по подъему уровня рек или по их опусканию. Последние данные по Белой, это вчера, 563 сантиметра, и был подъем на 13 вчера. Напомню, что выход на пойму в районе Уфы это 600 сантиметров, то есть не хватает еще буквально 37 сантиметров. Это по итогам вчерашнего дня, то есть по данным на вчерашнее утро, прошу прощения. По реке Уфе ситуация проще, там 505 сантиметров, при выходе на пойму 830, а вот Дема достигла вчера 636 сантиметров, при том, что выход на пойму 520. По всем трем рекам по Уфе был рост. Вот что на сегодняшнее утро, еще раз повторю, мы не знаем, но можем предположить, что пока еще по главной реке, как минимум, по Белой рост должен продолжиться. И все подсказывает, что выход на пойму все-таки может состояться впервые за несколько лет. И тут, конечно, не могу не поделиться воспоминаниями, тем более, что мне вот дата сегодняшняя имеет значение. Обычно этот повод, точнее, выход на пойму, он позже происходит. То есть это все-таки либо совсем уж там 20 числа апреля после 25-го, либо даже майские праздники. Но вот в этом году все-таки весна в целом раньше. И на этот счет у нас в том числе
Сегодня и будут публикации некоторых региональных СМИ. Я напомню, что жду ваших комментариев по поводу того, что вы слышите и видите. Кстати, экология сегодня так или иначе будет широко затронута, потому что мы послушаем, например, и фрагмент программы «Аспекты мнений», в гостях которой вчера был профессор Амар Сафаров, не побоюсь этого слова, главный эколог Башкортостана на протяжении более чем 30 уже лет. Да, человек уже пожилой, да, в последнее время он может быть не столь активен в экологической повестке, но с точки зрения системного научного подхода к изучению проблем экологии, ему как не было, так и нет равных, на мой взгляд, в Башкортостане на сегодняшний день. И вчера в том числе, конечно, важные темы он обсудил с Разифом Абдуллиным в нашей студии. Ну, давайте по порядку, как говорится. Уфимские либертарианцы, это представители незарегистрированной либертарианской партии, объединились с Яблоком, с партией Яблоко, для сбора помощи пострадавшим от наводнения жителям Оренбургской области. Совместно со штабом Надеждина, до сих пор существует такая структура, сегодня они откроют пункт сбора помощи. Напомним, что в результате паводка в Оренбурге оказались затопленными десятки тысяч домов, говорится в их сообщении. Государство уже дало понять, что материальных компенсаций, сопоставимых с масштабом ущерба, местным жителям ожидать не стоит. А значит, рассчитывать они могут только на нас. Мы призываем всех неравнодушных уфимцев и жителей Башкортостана оказать посильную помощь согражданам. Когда люди оказываются в беде, наша задача, как гражданского общества, помогать, сообщили они. Адрес пункта сбора: Уфа, улица Бессонова, дом 29, подъезд 1, квартира 3. Позвоните в домофон. Время работы с 18 апреля по 21 апреля. Каждый день с 13 до 19 часов. Вот есть возможность в условиях сложной политической, скажем так, ситуации проявить гражданское самосознание, при этом не нарушая никаких правил, законов и не рискуя попасть, как говорится, под раздачу. Вполне себе и благородная миссия. Уж не нести же благотворительную помощь в пункты сбора, организованные где-нибудь при штабе «Единой России». То есть мы можем себе представить, может быть, здесь я и шучу, но именно иносказательное наименование «Единой России», которое в свое время ввел в обиход Алексей Навальный, до сих пор находящийся в реестре террористов, оно, это самое название, больше отражает суть. Поэтому доверять даже гуманитарную помощь таким людям, наверное, не очень хочется. Вот. Отношение государства к жителям затопленных домов Оренбургской области – тихий ужас, Альберт Абдуллин пишет. Вообще, вот на таких событиях очень легко делать выводы о том, что на самом деле является главными приоритетами, главными ценностями и какими-то, я не знаю, ориентирами для нашего государства. Особенно в сравнении это хорошо познается. Особенно вот сейчас, когда есть соседние регионы на границе сопредельных государств. Государств, причем во многом похожих. Разумеется, я имею в виду Россию и Казахстан. Вы просто посмотрите, как себя ведет президент Касым-Жомарт Токаев и как себя ведет президент Владимир Путин. Две разницы огромные. Кадровые решения в Казахстане принимаются буквально день и ночь. Строгие выговоры, это уже, я не знаю, там просто-напросто счету им нет. При том, что и реки одни и те же, и паводки одни и те же, и не сказать, что, скажем, сильно хуже там работают спасательные службы. Судя по тем видеороликам, которые я наблюдаю в телеграм-канале, например, я с событий Казахстана января 2022 года подписан на их СМИ «Орда», слежу и вижу, что в принципе там работают, ну, где-то не без проблем, но все-таки работают. Ну вот, отношение к людям соответствующее. Вы очень верные замечания делаете. Люди как не были важны в нашей стране для властей, так сейчас совершенно на этих самых людей плевать, потому что есть глобальные иллюзорные геополитические задачи, реализовать которые нужны, конечно, люди, но, как мы видим, люди и сами рады в этом участвовать, зачастую, может быть, без каких-то внутренних моральных позывов, но ради денег,
это люди делают, к большому сожалению. А почему они это делают? Потому что они в такие условия рабские поставлены. Нигде, кроме как в таких местах, подобного рода денег, к сожалению, большинство наших мужчин заработать не может. И в итоге все какие-либо моральные, этические соображения, какие-либо аналогии, исторические какие-то сравнения уходят на второй план, потому что не до этого. Нужно кормить семью, нужно закрывать кредиты, ради чего можно подписать и контракт, как выясняется, бессрочный в основном. Власть в России и в регионах давно отделилась от народа. Не мешайте властям ничего не делать. Так власть быстрее становится слабой. Павел Мар пишет интересное соображение на этот счет. Ну, я не думаю, что такие, как мы, мешаем что-то делать. Хотя, судя по реакции власти, зачастую кажется, что очень мешаем. Здесь можно на эту тему отдельно говорить, можно спорить, можно частично соглашаться, но мы в любом случае как делали, так и продолжим делать то, что считаем нужным, то, к чему есть зов сердца, и то, без чего свою жизнь мы себе представить не можем. Мы как авторы такого информационного контента, вы как зрители, которым отдельное большое спасибо. Ну вот, отношение чиновников конкретных на местах к людям очень хорошо иллюстрируется следующим материалом. Общественное движение Уфа-Сити-Ми обнаружило липовый отчет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда в Уфе». В 2022 году по результатам голосования на сайте нацпроекта в Уфе одним из победителей стал объект набережной реки Уфы-Сипайлово. Сообщили в движении. Свои голоса за этот проект тогда отдали почти 11 тысяч уфимцев. Официально, конечно. Отдавали ли реальные люди голоса, это вопрос. Но благоустраивать набережную не стали, хотя отчитались о реализации этого проекта. Цитата. «На сегодняшний момент никакого благоустройства нет. При этом на странице объекта благоустройство завершено. Более того, в отчете о реализации этого объекта прикреплены фотографии, на которых изображено благоустройство набережной реки Белой, которая внизу Конгресс-холла, если кто забыл, а не Сипайлова». Представляете, да? То есть на набережной Белой, да, действительно, есть какие-то элементы благоустройства, там качели, катки с деревьями многострадальными, какие-то скамейки, даже там туалеты. А на Уфимке, где часть реконструкции произведена была, лет уже больше 10 назад, наверное, при Елалове, а вот конечное благоустройство на самом деле так и не сделано. Так вот, по данным активистов правозащитного проекта в сфере ЖКХ, в документах к отчету по благоустройству набережной прикреплен акт приема передачи выполненных работ в сквере имени Альбанова в Кировском районе Уфы. Уверены, что Владимир Владимирович по достоинству оценит подставу, приходит к выводу в Уфа-Сити-Ми. То есть, понимая, что общественности вообще зачастую плевать, никто на эти сайты нацпроектов особо не заходит, какие-то чиновники просто взяли и отчитались о выполнении того, чего вообще не было. И, возможно, деньги, соответственно, освоили. Для того, чтобы доказать завершение работ, приложили документы совершенно другого объекта. И это такой, знаете, относительно безобидный нацпроект, который, в общем-то, не приводит к тому, что случаются какие-то катастрофы, катаклизмы, разрушения и так далее. А ведь сколько у нас в стране делается по этим нацпроектам и связано с инфраструктурой и безопасностью. Нет никаких оснований сомневаться в том, что и в тех нацпроектах примерно такое же очковтирательство у нас распространено. То есть вместо одних документов подкладывают другие, фактически ничего не делая, осваивая деньги, но перед начальством отчитываясь красивыми фотографиями, причем даже не реальными, а созданными с помощью компьютерной графики, например. В конце концов, это все стекается в единую базу, формируется некий показатель выполнения нацпроектов, и это все президент озвучивает с высоких трибун во время прямых линий, обращений к депутатам, и создается картина всеобщего благоденствия. Я просто напомню, одной из причин краха Советского Союза была не просто плановая экономика как таковая, потому что она неэффективная с точки зрения ведения хозяйства, а тот момент, что в выполнении этих планов необходимо было отчитываться.
Для того, чтобы отчитаться в условиях невыполнения плана, нужно было совершать приписки. Начиная с уровня, я не знаю, бригадира в цеху, который приписывал количество изготовленных деталей, это все доходило до самого верха, до того самого госплана, где реальные цифры со временем все больше и больше расходились с цифрами, написанными в отчетах. И в конце концов это привело не просто к дисбалансу, а к реальному краху, который вылился вначале в всеобщий тотальный дефицит товаров народного потребления, а в конце концов он вылился к кризису в экономике ввиду того, что уже и предприятия между собой перестали иметь возможность эффективно торговать, обмениваться. В общем, экономика как движущая сила остановилась благодаря, ну, разумеется, в кавычках в данном случае, припискам или по-нашему очковтирательству. В общем, ждем повторения этой картины. Единственное, что на сегодня все-таки большая часть экономики функционирует благодаря рыночным механизмам, руками людей. И вот в этих местах, конечно, ждать такого нельзя, потому что предприниматель никогда не будет выдумывать сам перед собой показатели. Он должен функционировать, реально зарабатывать. Для этого, конечно, исключительно реальные цифры таких людей интересуют. Но вот в госсекторе как есть, ничего нового. Прекрасная работа Уфа Сити.Ми. Это, напомню, организация в сфере ЖКХ, созданная правозащитником Вадимом Беляковым, нашим большим другом, бывшим членом Совета по правам человека при главе Башкортостана, ныне проживающим, как и многие из нас, за границей. «Живем в стране воздушных замков», пишет Ильдар. И иногда даже начинаешь радоваться, думаешь, ну, слава богу, может быть, в некоторых областях это тоже присутствует, ну, например, таких, как связанных с так называемой СВО, например. Ну, дальше, как говорится, понимаете, как хотите. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Вот Минстрой Башкортостана отчитался о том, что в Уфе, даже не в республике, появится биолаборатория для оперативной расшифровки и изучения опасных неизвестных инфекций. Лабораторию будем строить по поручению президента страны в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны. Безопасность для здоровья. Предупреждение, выявление и реагирование в Республике Башкортостан». Вот даже название программы написать по-человечески нельзя. Нет, надо какие-то запятые нагородить, в скобки взять несколько слов, чтобы все было непонятно максимально. Мы вошли в перечень 10 субъектов России, на территории которых предусмотрено возведение такого важного и нужного объекта. По словам Артема Ковшова, он у нас исполняющий обязанности министра строительства, кстати, бывал у нас на Эхе на интервью, проект уже готов. Он проходит госэкспертизу. Лаборатория будет представлять собой здание с несущим монолитным железобетонным каркасом. Она включит все виды микробиологических лабораторий, которые позволяют в течение 24 часов расшифровать опасные и неизвестные инфекции. В корпусе будут предусмотрены малые грузовые, также пассажирские и пассажирские лифты. Вот так вот. Объект находится на личном контроле президента, добавил чиновник. В апреле планируется получить проект экспертизы, а в 4 квартале текущего года приступить к строительно-монтажным работам. Интересная новость, опять же, это пока прожект, не факт, что он будет реализован. Мне интересно, почему этим опять же должно заниматься государство, а не наука, внедренная или аффилированная в бизнес. Впрочем, о чем я говорю? Какая наука у нас в этой области может быть? И в этом смысле я человек, который всякий раз посмеиваюсь и осуждаю всякого рода конспирологические теории. Во время коронавируса это было очевидно. Я всякий раз диву давался своим зрителям и подписчикам, которые входили в лагерь антипрививочников, например, и разделяли теорию того, что это все там часть всемирного заговора, поэтому мы не будем это самое чипирование проводить. И все эти вакцины, это все вот как бы для того, чтобы, я не знаю, там взять под контроль людей. Эти же люди говорят на полном серьезе, что инверсионные следы от самолетов в небе – это некие химтрейлы.
Ну и дальше список можно продолжать сколько угодно. И вот, конечно, видя такие новости, люди начинают говорить, что биолаборатории – это там, я не знаю, тоже часть какого-то всемирного заговора по установлению там, психофизиологического контроля над людьми и способ в нужный момент, я не знаю, там, сократить численность людей с помощью каких-то биологических технологий, биологического оружия, в конце концов, и так далее. Но нет, конечно, это все совершенно не так. Тем более, какой, извините, всемирный заговор, с учетом того, что Россия вышла из мирового сообщества де-факто и живет сама по себе и все больше и больше изолируется. Это уже, да, одно другому противоречит. Другое дело, именно исходя из обычных, скажем так, наших с вами проблем, которые мы выше обсуждали, коррупция, я не знаю, безнаказанность, расхлябанность, вот это все то, что в связи с этим объектом приходит на ум. Да, скорее всего, толком не будет реализован. Даже если что-то будет построено, то реального толку от их деятельности в будущем вряд ли можно ожидать. То есть могут быть спокойны даже сторонники теории заговора. То есть так называемые специалисты этого центра не будут способны на создание и распространение всяких ужасных бактериологических вирусных, например, инфекций. Вот. Если, значит, согласны или нет, пишите на этот счет комментарии. В очередной раз напомню про наш с вами чат. Лишь бы второго Ухань не получилось с нашим умением строительства и разгильдяйства. Вот, как бы с Уханем, китайским городом, откуда пошел коронавирус, вот здесь нельзя не согласиться. То есть, ну там хотя бы, судя по всему, специалисты, ну реальные, как бы дошли до микробиологического уровня и были способны работать с реальными вирусами. Просто вот у них что-то пошло не так, и они его выпустили. Рассчитывать, что у нас на что-то подобное способны, ну, в общем-то, особо не приходится. Пока совсем рано, конечно, делать какие-то выводы, и тем более, что это всего прожект, опять же, да, нечто такое озвученное громогласно на оперативке, условно говоря. Поэтому, ну, поживем, увидим. Будет ли это вообще актуально через несколько месяцев, тоже большой вопрос в тех условиях, в которых мы с вами находимся. Будем ли, как говорится, живы через несколько месяцев, это тоже вопрос. Так, ну вот давайте, самое время сейчас немножечко перезагрузиться, подвести, скажем так, итоги этой части, прежде чем перейти к тяжелой артиллерии, к политике. Завершим немножко с наукой, с экологией, послушав фрагмент программы «Аспекты мнений» с замечательным Марсом Сафаровым, который был в гостях программы «Аспекты мнений» вчера. 5 минут фактически фрагмент идет. В это время вы продолжаете писать, я успею отреагировать, пообщаться с вами, проанализировать качество трансляции. Ну, в общем, все как обычно. Давайте послушаем. Что вы можете сказать, как руководство правительства Башкортостана оценивает экологическую ситуацию в республике? Я на этих общественных мероприятиях не участвовал. Не потому, что он не хотел, а не приглашали. Не дорос, так сказать, еще пока. Но с работой этих форумов и встреч, и совещаний я знаком по интернету. Но надо полагать, что тем людям, которым это надо, имеет определенную картину экологического состояния Республики Башкортостан. Отмечу, что эти совещания, встречи, посвященные экологии, меня удивили, что картиной, оказывается, экологического состояния Республики Башкортостан у меня, как у эколога, и у властей совершенно различаются. Но и мероприятия, которые предлагаются, естественно, будут различаться также. Например, на совещании 5 апреля Ради Хабиров выделил 4 приоритета в экологической политике. Первым он назвал снижение выбросов в атмосферу. По объему выбросов мы 7-е в стране. Очень высока доля здесь, как раз он отметил, химических, нефтехимических предприятий Уфы, Стерлитамака и Салавата. Это разве неправильно? Очень хитрый вопрос поставлен. Это правильно. Но ведь речь идет о валовом выпуске токсичных веществ, вредных веществ в атмосфере, который измеряется в килограммах, например, на гектар Уфы или, скажем, на одного жителя. Этот показатель очень мало отражает существо дела. С двух сторон я вам скажу. Первое. Количество это не переходит в качество. Вот, например, в Уфе на одного жителя за год приходится около 200 килограммов выбросов.
самое загрязненное место по этому показателю – это Салават, там около 300. Вот примерно цифры так, и 200, и 300. Ну, как это понять? Конечно, это мешки выбросов влияют, наверное, как-то, да? Но ведь при этом абсолютно не учитывается качество выбросов. Вот я как-то прочитал, что для того, чтобы отравить всех жителей Нью-Йорка, надо 3 килограмма диоксинов, а не 200 килограмм или 300 килограмм. 3 килограмма на весь Нью-Йорк. Ну, то есть еще нужно учитывать, что именно выбрасывают наши предприятия. Ну, конечно. Без этого ваша борьба с выбросами пустую будет, потому что боретесь с какими-то эфемерными выбросами СО2, например, углекислого газа, а вообще игнорируете выбросы диоксинов, фуранов, полициклической ароматики и так далее. Вот это первое. Второе. Конечно, надо учитывать общую картину, когда рисуешь. А кто выбрасывает вредные вещества в атмосферу? Не только нефтепереработка, нефтехимия и химия. Добрые 40%, наверное, предприятия энергетики, а очень много, почти половина выбросов приходится на автомобильный транспорт. А об этих источниках выбросов не было упомянуто вообще. Значит, без этого картина экологического состояния Республики Башкортостан по воздуху атмосферному совершенно будет неправильное. И качество не учитывается, и не учитывается также вот разнообразие этих вредных веществ. Кроме того, измеряют выбросы, их вредность и так далее надзорные органы. Они скажут то, что велят им власти. Людей обманывает настолько нагло, и люди настолько привыкли к этому, что даже не понимают. Вот, например, Роспотребнадзор или кто-то там докладывает в органах печати, что в атмосфере найдено не беспокоящие людей концентрации сероводорода 0,5 ПДК, например. То есть половина нормы, значит, можно не беспокоиться. Да, не беспокоиться. 0,7 аммиака. Ну и дальше перечисляются всякие. Но дело в том заключается, что законом предписано вещества, одинаковые действием по вредности, сероводород и аммиак, их ПДК суммировать, а не раздельно давать. И никто, ни один читатель не обращает на это внимания. То есть надо сложить 0,5 и 0,7, получится 1,2 от 1,2 ПДК. Выше ПДК. Это будет уже больше нормы, да. Значит, это угроза здоровью, правильно? Да. А какие еще вещества между собой должны складываться? Вот не только сероводород и аммиак, какие еще? Ну, еще, вот, например, нормируется раньше бензол в бензине. Бензол имеет, как всякая ароматика, высокооктановые числа. С этой стороны полезной добавкой или составляющей часть топлива. Но бензол вызывает рак. Поэтому в наше время вообще запрещено бензол, чтобы был в составе бензина. Ну вот, в очередном анализе можно найти из того же надзорных органов, что в Уфе, в атмосфере, в таких-то точках найдено 1,3 бензола в воздухе, 1,7 толуола. Ну и так перечисляется ксилол, этилбензол, кумол, стирол, альфа-метилстирол и так далее. Все выше нормы, но немного. Но дело в том, что они все вызывают рак. Все эти ароматические углеводороды, что я перечислил, их ПДК надо суммировать и выдать общим показателям. Это уже страшит, подвигает власти к тому, чтобы что-то делалось для исправления положения. А дают все раздельно. Специалист, профессионал всегда обманет любителя. Причем так, что те даже не реагируют на это. По ароматике 15 ПДК получается. Это уже тревога должна быть. Марс Гилязович Сафаров, доктор химических наук, профессор, был гостем программы «Аспекты мнений» вчера, за что ему большое спасибо, долгих лет ему жизни и такой же, как говорится, светлой памяти и здравого ума. Человек, скажем так, разумности, упорству которого легко позавидовать, в общем, ну и в хорошем смысле этого слова позавидовать, опять же, пожелав ему долгих лет и всяческих благ. Посмотрите эфир. Возможно, не все наши зрители, те, кто, скажем, помоложе, не все те, кто недавно начали смотреть «Аспекты», хорошо знакомы с Марсом Гилязовичем. Это человек, который был во главе экологического протеста еще в позднем Советском Союзе
после фенольной катастрофы в Уфе в 1989 году. И тогда же, соответственно, в Стерлитамаке и вообще вот в этом промышленном узле тоже очень много чего происходило. Во вчерашнем интервью Сафаров вспоминал, например, его встречу с Борисом Ельциным в 90-м году, когда тот приезжал в Башкортостан, озвучивал свои знаменитые фразы, ставшие частью истории о том, что можно брать суверенитета столько, сколько сможем проглотить. Кстати, Ельцин произносил эту фразу на площадях, выступая в Стерлитамаке и в Уфе. То есть это прозвучало не раз. Видимо, какая-то такая формулировка у него где-то родилась, и он ее повторял раз за разом. И, по-моему, даже в Казани он ту же самую формулировку повторил. Ну, в общем, вот, Марс Сафаров – это вот человек очень большого масштаба. Он автор книг по поводу Белых морей и вообще ущерба БСК в Стерлитамаке, по поводу Сибая и его истории с карьером. То есть все это он анализирует, предлагает способы решения. Не все, может быть, они кажутся реалистичными в наших условиях, но, по крайней мере, человек ищет способы, предлагает их, в отличие от абсолютного большинства тех, кто должен был вроде бы этим заниматься, но не занимается. Ну вот, а сейчас он пишет автобиографическую работу, и вот на днях была новость в «Аспектах» о том, как он рассказал о том, что его отец родной, школьный учитель, был репрессирован в 1939 году по доносу односельчан. В общем, все как у нас заведено, как мы любим и к чему мы опять вернулись. Всякий раз мы с вами упоминаем некоторые уголовные дела, связанные с так называемыми фейками про армию, про дискредитацию, про экстремизм, уж простите. И иной раз основами этих дел становятся не какие-то оперативные разработки, а банальные доносы завистников, каких-либо недоброжелателей из окружения. В колхозах кто обычно доносы делал? Лентяи, тунеядцы, пьяницы, которых, ну скажем так, порицали какие-то более деятельные, более работоспособные односельчане. Директор школы, ну это или учитель даже, всегда мог стать объектом нападок от нерадивых односельчан, ведь он мог, я не знаю, двойку поставить их ребенку, да, вполне заслуженную, а тот же самый невменяемый какой-нибудь лодырь, понимая, что он совершенно легко может избавиться от неприятного ему учителя, цеплялся за высказывания, и даже вот в деле отца Сафарова видно, что высказывание, которое легло в основу уголовного дела, но оно совершенно безобидное, там даже фамилия Сталина не звучит. То есть там рассуждение из разряда, что не все еще хорошо у нас в стране, вот доживем ли мы до светлых времен. Вот такие вот, знаете ли, мысли вслух, сказанные, условно говоря, за чашкой чая. И за это человека отправили на много лет в тюрьму. Ладно, он был реабилитирован в 50-е, но он не выжил, как и миллионы наших других сограждан. В общем, есть, я знаю, люди в нашей стране, которые считают, что это правильно, которые считают, что мало еще, видимо, не добили контру в то время, поэтому вот сейчас, вновь вернувшись на этот самый виток истории, добьем с очередной попытки. Ну, в общем, флаг в руки, хочется сказать. С другой стороны, конечно, нет. Это ужасно и это очень больно. Почему мы идем по этому кругу раз за разом, вновь наступая на те же самые грабли? Вот. Так. Ну, а я двигаюсь дальше. Кстати, посмотрю еще раз, нет ли свежих данных все-таки по рекам. Появились свежие данные по рекам. Обновили, услышали нашу с вами критику. Так вот, Белая прибавила всего 7 сантиметров за минувшие сутки, достигла 570 сантиметров. То есть еще 30 не хватает для выхода на пойму. Это, конечно, речь про Уфу. В Стерлитамаке, например, выход на пойму произошел 20 сантиметров тому назад. Получается, вот за минувшие сутки. По Уфимке тут близко не подходит, а вот по Деме плюс 24 сантиметра, это уже 660 против 520, которые нужны для выхода на пойму. Ну вот такие данные, то есть прибытие продолжается, в том числе на относительно малой реке Деме. Что это может говорить? Что все еще впереди. Тем более, что погода резко стала жаркой, летней фактически, да, я так понимаю, сейчас уже около 20 градусов.
в Уфе и в Башкирии, несмотря на то, что вроде и не везде ясно. Поэтому снег растает в ближайшие сутки и прибытие будет максимальным. Ну ладно. Вот здесь Альберт Абдуллин обращается к неким админам чата. Никаких админов нет, Альберт. Я сегодня один совершенно. Все делаю сам. Я не могу, как вы понимаете, заниматься администрированием чата и общаться с вами. Поэтому не думайте, что у нас тут огромные ресурсы, которые позволяют заниматься одновременно большим количеством дел. Если вы считаете, что какой-то, прошу прощения, сообщение является деструктивным, нарушающим законы, как-нибудь, я не знаю, пожалуйтесь, там есть кнопка соответствующая. Я, правда, не вижу, о чем речь. Так, и какие тут есть провокации. Я не вижу, не знаю, поясните. Может быть, я просто в попыхах, как говорится, не успеваю. Двигаемся дальше. Значит, признанный иностранным агентом бывший соратник, бывшая правая рука Радия Хабирова, бывший его пиарщик Ростислав Мурзагулов снял документальный фильм в Украине и про Украину. Он называется фильм «Что забыл здесь работавший на Кремль Мурзагулов? Что увидел и как его встретили». Фильм длится более 2 часов и набрал за первые 3 часа в YouTube 1500 просмотров. Съемки длились почти месяц, следует из описания к фильму. Автор, бывший руководитель, в том числе Общественной палаты, говорит, что поездка полностью разрушила его стереотипы. По его словам, он снимал все, что попадало в объектив его камеры. Надо сказать, я успел из 2,5 часов посмотреть первые полчаса пока еще, к сожалению, но я планирую досмотреть до конца. По большому счету, для меня открытий почти никаких, наверное, нет, кроме каких-то базовых штрихов к конкретным местам, к конкретным людям. То есть мир в этом смысле и понимание того, что происходит, в моем случае не меняются. Но тем из вас, кто до сих пор, например, сомневаются, где правда, а где ложь в этом вопросе, я рекомендую. Тем более, что продукт человека, который все-таки является выходцем из Башкортостана, еще недавно работавшим на самой вершине республиканской власти. Можно по-разному относиться, можно скорее даже не по-разному, а конкретно критически относиться к тому, что он делал в Башкортостане. Можно даже ненавидеть Мурзагулова за некоторые его высказывания, сказанные в наших эфирах, например, когда он называл ваххабитами, экстремистами обычных жителей Башкортостана, выходящих на защиту Куштау. Все это с ним, это не отнять. Но надо сказать, что он это признает, он кается за все это и пытается, в общем-то, реабилитироваться в глазах общественности, например, подобными работами. Конечно же, я хочу сразу же, скажем так, опережая оценки официальных властей, пропаганды, категорически возразить тем, кто скажет, что это предательство, это работа на врага и так далее. Смотря кого считать врагом и смотря что считать предательством, и смотря что считать истинным патриотизмом. Я просто риторический вопрос задам для того, чтобы было понятно, что я имею в виду. Кто были большими патриотами в Германии? Гитлеровцы, нацисты или те, кто, несмотря на все давление, выступали против Гитлера и пытались остановить его? Ответ очевиден на этот вопрос. И то же самое происходит сейчас у нас на родине. Вот, поэтому рекомендую к просмотру. Кстати говоря, да, в общем, все понятно. На эту тему, кстати, патриотизма и предательства рассуждает обозреватель Пруфов Рамиль Рахматов в своем материале «Какой будет команда Радия Хабирова после сентября». Здесь он тоже затрагивает фамилию Мурзагулова. Я вот даже сейчас найду в большом материале, что он пишет. Он рассуждает вообще, Рахматов я имею в виду, по поводу рокировки, прихода в администрацию Азата Бадранова и перехода из администрации в правительство Урала Кирсенбаева. И вот он что пишет. В новом контуре после сентября я не вижу Урала Кирсенбаева, который осенью автоматически уйдет в отставку. Я всех этих ребят лично знаю. Урал Тагирович не самый плохой или некомпетентный из них.
Кстати, в этой формулировке я соглашаюсь отчасти с Рахматовым, потому что тоже знаю. Но его переназначение из города в администрацию главы, а Кирсенбаев раньше был главой администрации Советского района Уфы, в эту команду с их методами и понятиями было изначально ошибкой. Напомню, что в администрацию его за уши затащил ныне иноагент Мурзагулов. Неужели он затащил? Ну, все может быть. И, видимо, он, Мурзагулов, привил Кирсенбаеву методы работы, основными из которых стало искусственное создание конфликтов. Именно Мурзагулов разжег конфликт с нашим изданием и успешно вляпал в него Радия Хабирова. Теперь Мурзагулов благополучно стал патентованным предателем не только лично Хабирова, но и всей страны и получает свои малые сребреники за бугром. Боже мой, вот только за эту фразу, хочется вообще забыть и перестать цитировать уважаемого журналиста. Но я этого делать не буду, просто надеясь на то, что человек глубоко ошибается и заблуждается. Опять же, не тех людей он называет предателями. Если человек отвернулся от бывшего шефа, не значит ли это, что человек просто одумался? Я не знаю, все что угодно это может значить, но только не предательство. То есть предает кто? Который продолжает делать вид, что служит, но при этом, скажем так, одновременно работает на противоборствующую сторону. Вот это предатель. А человек, который открыто говорит: ребята, вы ошибаетесь, у меня другая точка зрения, и я ошибался вместе с вами, теперь я больше ошибаться не буду. Какой же это предатель? История, понятно, рассудит, кто является настоящим патриотом. Я очень надеюсь, что рассудит скоро, еще при нашей жизни. Вот. И тогда тем, кто вот такие штампы развешивает на страницах СМИ, наверное, придется переосмысливать свои заявления, просить прощения хотя бы, да, потому что иначе это невозможно никак понять и объяснить, оправдать невозможно. Вот. Так, Альберт тут поясняет, что про сепаратизм пишут. Это вы такой вывод сделали. Я не видел тут слова отделение. Это тот, кто пишет про сепаратизм, того и, наверное, нужно привлекать в этом смысле. Хотя это тоже вопрос дискуссионный. Почему этот вопрос стал криминализованным, я не понимаю. Это нормальный цивилизованный вопрос. В Конституцию Советского Союза, кстати говоря, было включено право республик на самоопределение и на выход из состава Советского Союза. В Конституции это было написано. Понятно, что во времена крепкого Советского Союза это было исключено де-факто, но ведь де-юре это не было запретом. А у нас, к сожалению, стало. Хотя это вполне нормальный разговор, общественно-политическая дискуссия, которая должна иметь место быть. И бороться против этого нужно не запретами и запугиваниями, а преференциями, скажем так, благами. Никто не убежит из-под общего, скажем так, дома, из общего дома, если в этом доме хорошо и комфортно. Страны Евросоюза, точнее Европы, которые еще не входят в Евросоюз, стремятся в Евросоюз, в общий дом, под общий колпак, потому что в нем хорошо. Это же просто, это же очевидно. Давайте уже какие-то базовые вещи, азбуку, как говорится, заново не повторять. Хотя повторение мать учения в нашем случае нет проблем, да, наверное, стоит. Да, в Конституции много чего демократичного было, пишет нам зритель Ильдар. А Карлугас Сынгысхан напоминает очень важную вещь, действительно. Сегодня в Верховном суде Башкортостана должно состояться апелляционное заседание по делу Фаиля Алсынова. И это очень важный момент. Это один из исторических моментов в том смысле, что он является логическим продолжением суда, который в Баймаке в январе завершился публичными акциями в его поддержку и в конечном итоге большим массовым баймакским делом. До сих пор никакой апелляции не было, и вот она состоится. Надо тут сразу отметить, что накануне появилось письмо Фаиля Алсынова, адресованное к сторонникам, который призвал не приходить поддерживать его в суд, поскольку суд будет в закрытом режиме проходить, это раз. А во-вторых, сам он даже там присутствовать не будет, поскольку по видеосвязи будет выступать, находясь в СИЗО Магнитогорска. И вот
подробности этой истории из первых уст, я надеюсь, сегодня в эфире «Аспектов» прозвучат. Почему? Потому что у нас адвокат Ильнур Суюндуков сегодня запланирован в программе «Аспекты мнений» в 16 часов 30 минут. То есть тогда, когда уже суд наверняка завершится. Поэтому не пропустите. Мне кажется, более оперативной, проверенной и объективной информации по тому, как будет завершен операционный процесс по Фаилю Алсынову, не найти больше нигде. Ну, понятно, в новостях будет написано, что там суд решил, но все-таки подробности от адвоката в эфире «Аспектов» можно будет послушать. Ну, тут я что могу сказать? Понятно, что Фаиль Алсынов не является, на мой взгляд, ни экстремистом, ни террористом, ни кем угодно. Это человек с личным мнением, человек патриотично настроенный, который ратовал и боролся за интересы родной земли, причем даже не на геополитическом уровне, а на таком местечковом больше. То есть он не говорил о необходимости отправить президента страны в отставку, может быть, где-то критиковал руководство региона, да и то в меньшей степени, в отличие от даже многих соратников его. То есть Фаиль Алсынов говорил про экологию, про конкретные проблемы на местах, про сохранение культуры, языка и так далее. Вот. И он продолжает сохранять в этом смысле выдержанность, объективность. И вот сейчас, понимая бесперспективность высказывать ему поддержку, он призывает людей не собираться. Хотя чаще всего политзаключенные по понятным причинам ждут поддержки, ждут того, что какая-то группа людей у суда будет собрана, и хотя бы проходя под конвоем из автозака в здание суда, человек услышит то, как его поддерживают. Здесь Фаиль сам присутствовать не будет, ничего не услышит, поэтому совершенно никакого смысла нет приходить к суду, как он считает и как он об этом сказал. Вот. Ну, как говорится, об этом в процессе «Аспекты» будут сообщать в режиме реального времени, впрочем, как и всегда. Тем временем еще одну башкирскую активистку Рамилю Саитову официально признали политзаключенной. Значит, правозащитный проект «Поддержка политзаключенных Мемориал». В общем, Мемориал – это движение у нас и запрещенное, и ликвидированное, и признанное иностранным агентом, как угодно, да, давайте это уже заранее произносить в отношении всех тех, кого мы упоминаем в наших встречах. Так вот, это движение признало Саитову политзаключенной, вот только сейчас. Я думаю, что по поводу и других наших с вами земляков, того же Фаиля Алсынова, тоже эта история будет соответствующей. Это важно, опять же, для истории, чтобы в будущем можно было говорить, что даже в условиях всеобщих репрессий, тотального давления оставались некие правозащитники, пусть даже и за пределами страны, которые следили за событиями и хотя бы формально оценивали те или иные уголовные дела в отношении россиян, внося их в списки, например, политзаключенных. Это важно. Очень жаль Фаиля, вот пишет Зуля Булавкова. Безусловно, жаль. Безусловно, и его жаль, и всех тех, кто совершенно случайно, можно сказать, оказались за решеткой, и более того, получат сроки даже больше, чем Фаиль. Я имею в виду тех жителей Башкортостана, которые пришли в его поддержку 17 января. И, конечно же, не правы те, кто говорят, что Фаиль кого-то подставил. Нет, конечно. Он просил полицию вывести его, и даже собирались его вывести из зала суда после приговора. Он собирался обратиться к собравшимся, чтобы те разошлись. И этот важный момент. Но ему не дали этого сделать. И, как некоторые предполагают, совершенно логично ему не дали это сделать с точки зрения силовиков, у которых в планах было осуществить провокации, спровоцировать стычки, чтобы потом это все легло в основу большого массового уголовного дела, высосанного, конечно же, из пальца. Абсолютно в этом уверен, здесь никаких сомнений нет. Дальше все-таки двигаемся. У нас какие-то еще, может быть, формальные новости остались, но если вот опять же нужны какие-то комментарии по глобальным вещам, я всегда буду рад, если вы что-то напомните и напишите. Уфимцы на 10 часов застряли в Эмиратском аэропорту при перелете в Дубай. Я думаю, многие заметили, что природа сюрпризы преподнесла, в частности в Арабских Эмиратах. Дубай залило рекордным за последние 100 лет дождем. Потоки воды по улицам в аэропорту заставили, мягко говоря,
изменить планы многих людей, в том числе и тех, кто туда летел. И вот туристы из Уфы, я просто в качестве иллюстрации того, вот о чем люди думают вообще или ни о чем не думают. Они застряли в аэропорту Аляйн. Аляйн – это малый аэропорт в одном из соседних Эмиратов, то есть не в самом Дубае. Мне даже там приходилось бывать давным-давно. В моей первой заграничной поездке я был на экскурсии в этот самый Аляйн. И, значит, людей туда высадили, которые летели из Уфы, потому что в Дубае сесть не могли. И вот они жалуются. Мы находимся здесь 10-й час. Авиакомпания Fly Dubai не дает никакой информации. Мы не знаем, сколько еще времени здесь проведем. Был почти полный самолет, много детей и так далее. Главная проблема в том, что нет никакой информации о нашем дальнейшем положении. Я понимаю, конечно, людей, им тяжело, хотя им там дают воду и выпечку, но ведь ждать того, что люди в такой стрессовой ситуации, сотрудники авиакомпании, вообще какие-то, я не знаю, другие сотрудники смогут быстро, оперативно все разрулить, но это же глупо, это же наивно полагать. Это не сбой технически в отдельно взятом самолете, это глобальная, природная, можно сказать, не катастрофа, по крайней мере, стихийное бедствие. И в этих условиях как бы оценивать ситуацию так, как оценивают наши туристы, которые думают только о себе в данном случае, это, мягко говоря, пример, опять же, того, как у нас общество в целом инфантильно. То есть не способно анализировать картину в целом, глобально, давать причинно-следственные оценки, да, тем или иным событиям и в конце концов делать правильные выводы. Сочувствую, да, сочувствую, но, господи, потерпеть же можно в конце концов и с пониманием отнестись. Не отвезли куда-то в левую страну, а привезли в Эмираты, и на том спасибо скажите, как говорится. Вот. Башинформ, мы же должны, да, пропаганду изучать, мы же должны быть объективными. И давайте посмотрим. Большой материал публикует. Культура как главная ценность. Как в Башкирии, опять же, принципиально пишут в Башкирии, не упоминают Башкортостан, опять же, да, вот. Почему, спрашивается? Хотя бы для разнообразия, для отсутствия тавтологии. Называйте по-разному. Нет, Башкирия у них принципиально. Так вот, 19 числа завтра отметится у нас официально праздник, День национального костюма. О том, как в Башкирии решаются вопросы национальных отношений и культуры, читайте в материале агентства Башинформ. Множество ярких красочных картинок, юрты, национальные костюмы, улыбающиеся артисты, Хабиров, Назаров, министр культуры Амина Шафикова, какие-то концерты, этнодеревни, театр кукол новый. Все вот это вот тут вот изображено, опять же, с точки зрения того, как у нас все замечательно. Я просто хочу возразить, скажем так, как на самом деле у нас работа идет с культурой. Только за последнее время как минимум 2 очень важных спектакля было запрещено Минкультом и Аминой Шафиковой в частности. И, в общем, почему запрещать в искусстве ничего нельзя, я думаю, объяснять вам не нужно, но вот просто в качестве примера, да. Последнее, что случилось, это из репертуара Башдрамтеатра вывели спектакль «Зулейха открывает глаза», самый кассовый спектакль последних лет по повести иностранной агентки Гузели Яхиной, которая выступила с осуждением СВО. Спектакль при этом к СВО никакого отношения не имеет, я думаю, прекрасно знаете. Вот, и его запретили. Он выведен из репертуара. А годом ранее сказ о Кисябике Стерлитамакского драмтеатра был запрещен к показу лишь потому, что он, скажем так, популяризировал реальные исторические события XVIII века об одной башкирке, которая имела смелость возражать против политики царской власти. Вот все, что нужно знать о Министерстве культуры и про развитие культуры в нашем Башкортостане, это вот 2 кейса. Мне кажется, все остальное знать вовсе даже не обязательно. Все остальное к культуре отношения не имеет. Это имеет отношение к пропаганде, к запудриванию мозгов. Ну и дальше по списку тут синонимов можно множество привести. Ой, лозунг от Карлугаса: «Свободу Фаилю Алсынову и всем славным сынам и дочерям башкирской земли». Полностью поддерживаю, присоединяюсь, безусловно. Причем я даже расширил бы этот момент. Свободу не только тем, кто
физически, скажем так, находятся в местах заключения, а свободу ментальную, в том числе тем, кто имеет что сказать, думает о том, о чем хочет сказать, но не может этого сделать. И таким, как мы, кто вынужден все-таки говорить, да, говорить, у нас есть возможность, но вынужден это делать издалека, тоже мы в определенном смысле являемся узниками вот этой вот несправедливой системы. Так, смотрите-ка, у нас время постепенно поджимает. Кстати, чуть не забыл, у нас сегодня помимо Ильнура Суюндукова еще один эфир «Аспекты мнений», плотный день. Замечательный также гость, умнейший парень Аким Токтаров, руководитель штаба Бориса Надеждина в Уфе, будет в программе «Аспекты мнений» в 12 часов. То есть он в 12, а, соответственно, Ильнур Суюндуков в 16:30. Вот такие важные эфиры впереди ожидаются. Не пропустите, друзья. Очень много анонимных сообщений в спецслужбы. Такие люди активизировались сейчас, а потом хотят жить при демократии. Ну вот те, кто, кстати, доносы делают, судя по сообщению нашего зрителя, они-то по большому счету не ценят демократию. Они, может быть, и говорят, что как бы нужна какая-то дискуссия. Я знаю таких вот людей, которые еще недавно ходили к нам в эфиры, как, например, депутат Благовещенский Сергей Жуков. Но фактически, знаете, они в одну сторону любят дискуссию. То есть важны разные точки зрения, они считают, но их точка зрения важнее, условно говоря. Она не просто важнее, она единственная, которая должна звучать и которая должна обсуждаться. Потому что тот же Жуков в интервью в последнем «Аспектах» говорил, что он боится и ненавидит либералов. И при этом тут же говорит, выборы должны быть свободными, но на эти выборы либералов хорошо, что не допустили. Ну, то есть, ну, как бы нет стройной конструкции в этой логике. Логики как таковой нет в принципе. Хотя таким людям не кажется, что этой самой логики нет. В их картине мира это нормально. То есть для друзей все, для врагов закон, все равны, но кто-то равнее. Это вот основа мироздания, картины мира подобного рода людей. И они всегда, самое главное, думают, что уж их-то вот эта вся репрессивная машина точно не затронет ни при каких обстоятельствах. К счастью, это не так, это так не работает, так не устроено. Опять же, давайте сейчас уходить далеко в исторический экскурс не будем, достаточно посмотреть на 30-е годы. Впрочем, уже сейчас у нас есть замечательные примеры того, как это работает, в том числе и против самих палачей. Поэтому, в общем, рассчитывать на какие-то другие сценарии этим людям нельзя, хотя они до сих пор думают, что можно. Нас с вами именно этот факт обнадеживать должен прежде всего, если мы глядим в будущее. Иначе какой смысл? Вот. Ну и под занавес у нас что? Всегда найдется недовольный. Власти Уфы назвали причину массового спила кленов в центре города. Действительно, как бы по центру уфимских улиц много деревьев спилено, и как вот у мэрии отчитывается, это часто именно американские клены. Поэтому не нужно этого бояться. Вместо них будут высажены крупномерные липы. А липа является символом Уфы и, в принципе, более культурным и благородным деревом. И если вот все так, как здесь написано в материале телеканала ЮТВ, то я никаких возражений в этот счет не имею. Безусловно, американский клен является сорным растением, совершенно неэстетичным растением. Как правило, с течением времени в наших климатических условиях он приобретает форму неправильную, ствол, я имею в виду, и крона, большое количество этих парашютиков, мусора, семян, конечно же, и в целом в дерево не очень красивое, мягко говоря. Поэтому менять его на липу – это нормальная история, лишь бы это было сделано профессионально, качественно, в сжатые сроки. Ну, вот так. Я опять же об этом говорю как человек, который имеет отношение к лесному хозяйству хотя бы по базовому диплому. К тому же у меня диплом с отличием, правда, уже 20 лет назад он получен, и, разумеется, многое забыто. И даже попытка закончить аспирантуру по этой специальности не закончилась ничем, кроме времяпрепровождением, скажем так. Но это уже отдельная история, связанная с личной биографией. Понятно, что это было не то занятие, к которому я стремился с детства. Также
ЮТВ пишет о том, как наступившая погода может повлиять на людей. И рассказала некая ученая о последствиях аномальной жары. Действительно, та погода, которая пришла на несколько дней в Башкортостан, является для апреля аномально жаркой. Но тут пишут даже больше. Лето 2024 года синоптики уже называют одним из самых жарких в России за всю историю наблюдений. По словам ученых, оно уже грозит преподнести несколько неприятных сюрпризов. О последствиях такой погоды рассказала Рита Камалова, старший преподаватель кафедры геологии, гидрометеорологии и геоэкологии. Вот так вот называется кафедра Уфимского университета науки и технологий. Почитайте, кому интересно, я уж цитировать не буду. Тут тоже можно спорить, является ли изменение климата реально изменением климата, или это какие-то циклические процессы. Вопрос такой, знаете ли, дискуссионный. Под занавес нашего эфира благодарю тех, кто был сегодня с нами, кто писал комментарии. Это в основном примерно плюс-минус одни и те же лица, как и всегда. В общем, прошу не судить строго. Возможно, с некоторыми моими лично суждениями часть из вас не согласна. Обычно такое бывает, и люди пишут комментарии после окончания эфира. Я стараюсь читать, иногда даже отвечать. Ну, в этом, в общем-то, и смысл свободы слова в дискуссии. Ради того, чтобы она была, она сохранялась, проект «Аспекты» продолжает существовать, в том числе с поддержкой некоторых из вас. Поэтому я напоминаю про возможность делать добровольные пожертвования с помощью сервиса Boosty и Donation Alerts, ссылки на которые есть в описаниях. Обратите на это внимание, если есть все-таки хоть какая-то возможность, издание очень нуждается в вашей помощи. Иначе не выжить фактически в этих условиях. Сами знаете, количество каналов связи издания с людьми стало меньше после того, как социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, сайт были заблокированы и недоступны теперь без средств обхода блокировки. Вот. Это примерно все, что я хотел вам сегодня сказать, друзья мои. Всех благодарю за внимание. Не пропустите сегодня в эфире канала «Живой гвоздь». Я буду вести традиционную еженедельную программу «Здесь живут люди» с Аркадием Гершманом, урбанистом. Тема сегодня довольно любопытная, скажем так, на злобу дня. Сейчас я вам ее назову, как она звучит. «Бомбоубежище в каждую квартиру». Знак вопроса. Израиль и война как норма. То есть, по примеру ситуации в Израиле, будем говорить о вот этой вот, ну, скажем так, ситуации, которая теперь уже не кажется фантастической. Особенно подтвердят мои слова жители Белгородской области, например. Жили себе, беды не знали, и вот нагрянуло откуда не возьмись. Да, и благодарю вас за благодарности, извините за тавтологию, и благодарю Алию за поздравление с днем рождения. Да, действительно, это так. Как говорится, время не спит, не дремлет, и так или иначе день рождения раз в году наступает. Вот. Ну, а я должен уже заканчивать, поэтому, если будет желание присоединиться к поздравлениям, можете это сделать уже после окончания эфира. Всем всего доброго, до новых встреч, скорее всего, уже на следующей неделе. Пока.